Я никакой не герой, я никакой не звезда, я просто обычный фельдшер среды. В плане нашей администрации скорой работаю уже 6 лет медработником. Страшно. Была ситуация у нас такая, что отправили бригаду на подозрение с коронавирусом, отправили в перчатках и в маске, без костюмов. От заведующего было поступление, типа, чтобы не создавали панику населения, выехать. Выехали, я высказался, меня сняли с реанимации, в которой я уже работаю, ну, бригада реанимации, в которой работаю, ну, уже, чтобы не обмануть, ну, лет уже 4. Сняли, посадили диспетчером, типа заткнули рот. После этого вот видео, все, я уже лишен 100% работы. Ну, мне уже терять-то нечего, грубо говоря, диспетчером найду работу, как бы, найду. Я подошел к нему лично, пообщался, сказал, что посидишь, ну, подумаешь, типа, дома. Письмо, ну, коллективные коллеги были, написали, даже не обратил на него внимания, не смотрел, как бы, просто и все на этом. Сказали, что дорабатываешь контракт до 9.07 и увольняют. Почему так? Может, что людям стало обидно, грубо говоря, что медик и не продлевает контракт, как бы молодой парень, активный, может, это поспособствовало. Много коллег-медиков тоже звонило с разных городов, даже не друзья, а просто коллеги. Писали, что, ну, тоже, говорит, помогали, говорит, ну, у нас тоже творится эта ерунда вся. Работал и просто, я говорю, и тут пришел по факту, сказал, что, ну, машины стоят, машин не хватает, люди по 2-3 часа ждут скорую. Когда этот вирус начался, наша, ну, страна не была подготовлена полностью. Да, теперь у нас в Лизе как бы, ну, есть противочумные эти костюмы, уже намного больше, даже появились на всех бригадах пульсоксиметров. Сразу возникло несколько планов. В принципе, у нас есть детское пособие, есть половина моей зарплаты, я работаю на полставки. Вот. Ну и Паша работает еще не целый месяц, как бы еще зарплату получит, в том числе. То есть время на поиск работы там, от месяца у нас как минимум есть. И на крайний случай, уже если совсем будет туго с работой, можно мужу уйти в декрет, а я выйду на полную ставку на работу. Не хотелось, конечно, становиться знаменитостью. Я ж ничего там по факту сверхъестественного не сказал. Меня решают наказывать, снимают в другую бригаду, переводят в другую смену. Вот, и меня это, говорю, лично задело. И потом, видите, еще и контракт не продлили, потом еще и посадили. Как-то мне эти после стрима очень насыщенная жизнь пошла, конечно. Мне просто позвонили, сказали, типа, Павел Викторович, вы на работе? Я говорю, да, типа, придите вы в РОВД, дайте объяснение. Вот, и сходил на 7 дней отсутствую дома. Очень всем благодарен, я все читаю, я все вижу. Огромное спасибо людей, я говорю, я не знаю, как всех это отблагодарить.